Присядьте ненадолго и задайте себе вопрос. Какова на самом деле ваша цель? Позвольте дать мне вам несколько советов о том, как узнать, на каком вы пути. На своей территории комфорта, в своем личном пространстве, какой вы человек? Что вы обычно делаете? Что вы слушаете? На что вы любите смотреть? Я знаю таких молодых людей, и даже не молодых, когда они остаются наедине с собой, наедине с монитором и интернетом. Вас бы стошнило, если бы вы увидели, на что они смотрят, с кем разговаривают и чем занимаются. Как к преподавателю, учителю, а также члену студенческого совета, ко мне часто подходят молодые люди в возрасте 14, 15, 16 и даже 17 лет, мальчики и девочки. Приходят и рассказывают мне о своих тайнах, что они делают, когда одни. Они боятся разговаривать об этом с родителями. Вот кто они на самом деле. В действительности, мы — это то, что мы делаем в тайне от других людей. Вам должно быть известен хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В беседе со своими сподвижниками он рассказал о людях из своей уммы, мусульманах. Большая часть из его общины закончит свой путь в пламени ада, и не из-за обычных грехов, которые совершают все, и не из-за смертных грехов, таких как алкоголь и прелюбодеяние. Он сказал, когда они одни, в тайне от других, в своем личном пространстве, когда они остаются наедине с собой и с тем, что запретил Аллах, субхану ва тааля, они выходят за пределы дозволенного. Они смотрят на то, на что нельзя смотреть. Они начинают говорить вещи, которые не допускается говорить. Они чатятся с людьми по всему миру, которых даже не знают, скрытыми за никами, на темы, связанные с их страстями. Они слушают то, что Аллах, субхану ва тааля, запретил им слушать, потому что они желают этого. И большинство людей из уммы пророка Аллаха, алейхиссаляту вассалям, попадут в ад именно из-за того, что они делали наедине с собой, когда их никто не видел. Почему же? Не из-за самих этих грехов. Некоторые из них будут незначительными, большинство из них. Аллах, субхану ва тааля, не отправит в ад людей из уммы пророка Аллаха, мир ему, только из-за небольших грехов. Но поймите, когда вы один, в комфорте, это и есть вы, настоящий. Кто вы на самом деле? И в этом причина, по которой люди из уммы пророка Аллаха, алейхиссаляту вассалям, могут закончить в пытках и наказании. Не из-за реальных проступков, которые они совершают, ведь Аллах, субхану ва тааля, прощающий, милостивый, а потому что это показывает, кто вы есть на самом деле, какая вы личность. Вот кто вы есть в действительности. А теперь взглянем на обратную ситуацию. Есть люди, которых мы постоянно видим улыбающимися. Мы видим их в мечети веселыми, и мы думаем, субханаллах, у них совсем нет проблем. Но когда они одни, наедине с Аллахом, субхану ва тааля, они делают омовение, они совершают 2 раката молитвы Аллаху, субхану ва тааля. Они долго стоят в намазе, их улыбки превращаются в слезы, они плачут, когда они наедине с Аллахом, субхану ва тааля. Вот это и есть верующие, чья личность полна настоящей любви к Аллаху, субхану ва тааля.